Юморист, актер и комедийный писатель Абдиким Калькун, чья творческая карьера насчитывает 3 десятка лет, попал в тюрьму в 2017 году, когда в Восточном Туркестане под предлогом борьбы с экстремизмом и террором началась волна массовых задержаний уйгуров. Информация об аресте актера, которую изначально не удавалось подтвердить, долгое время обсуждалась диаспорой. В результате расследований, проведенных Радио Свободная Азия в регионе, было подтверждено, что Абдиким Калькун был арестован в апреле 2018 года, а в конце 2019 приговорен к 18 годам лишения свободы. Знаменитый актер, родившийся в 1965 году, начал свою карьеру в 1981, завоевав сердца поклонников своими достижениями в области уйгурской комедии. В 2017 году он записал песни «Истина одна», «Братец» и «Ассаляму алейкум», пробудив национальный дух и патриотизм среди жителей региона. Но в апреле 2018 он внезапно исчез. Многочисленные обращения близких и поклонников в соответствующие органы Урумчи не дали результатов. Предложение определить действия Китая в отношении уйгуров в качестве геноцида было внесено на повестку дня канадского парламента. 28 сентября 9 членов Палаты представителей Канады во главе с Гарнет Гениус обратились в парламент Канады с просьбой признать действия Китая геноцидом. Если депутаты от консервативной партии наберут достаточно голосов в Палате общин, это предложение станет официальным решением Ассамблеи. Выступая в Палате представителей, Гарнет Гениус сделал следующее заявление: «Настало время выполнить наше обещание». Ассоциации в разных частях Канады принимали активное участие в процессе подписания петиций. Правозащитники и некоторые чиновники призвали правительство признать нарушение прав человека в уйгурском регионе геноцидом и ввести санкции в отношении всех официальных лиц Китая, замешанных в репрессиях. Представители Бельгийской ассоциации уйгуров и турецких неправительственных организаций собрались перед посольством Китая в Брюсселе, чтобы опротестовать притеснения и пытки против тюрков в Восточном Туркестане. Около 300 человек развернули транспаранты с надписями «Свободу уйгурам», «Остановить геноцид» и «Закрыть концентрационные лагеря». В ходе акции организаторы заявили на французском, английском и голландском языках, что около 3 миллионов уйгуров были заключены в концентрационные лагеря, факты о которых Китай пытается скрыть. Все массовые акции, связанные с предвыборной кампанией, перенесены после того, как у Трампа и его супруги было диагностировано заражение коронавирусом COVID-19. Распоряжение касается всех членов первой семьи. Они сдали тесты после того, как заболела его советница Хоуп Хикс. Ранее в пятницу глава аппарата Белого дома Майк Медоуз отметил, что президент США остается в хорошем расположении духа. Продолжает оставаться не только в хорошем расположении духа, но и очень энергичным. Сегодня утром мы разговаривали несколько раз. Он поручил мне исполнять 5-6 задач. Он, безусловно, хочет, чтобы мы остались на связи, заявил Медоуз. Личный врач американского лидера Шон Конли заявил, что в период лечения Трамп способен выполнять обязанности главы государства. У кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его супруги Джилл не обнаружили коронавирус COVID-19 после тестирования. Канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры Евросоюза подчеркнули, что хотят наладить конструктивные отношения с Турцией. Меркель также сообщила, что в декабре обсудит с Турцией вопросы визового режима. Во второй день встречи лидеров Евросоюза, состоявшейся в Брюсселе, Меркель выступила с заявлением об отношениях с Турцией и ситуации в Восточном Средиземноморье. «Мы хотим снова обсудить соглашение, достигнутое между Турцией и Евросоюзом. Мы выступаем за конструктивный диалог и соблюдение прав Греции и Кипра по вопросу Восточного Средиземноморья», отметила канцлер Германии. После завершения саммита европейские лидеры заявили, что справедливое и мирное разрешение вопросов Восточного Средиземноморья отвечает интересам Евросоюза и Турции.